из многих свидетелей и плюс к тому же пострадавшая в городе Грозном на центральном рынке, который подвергся ракетно-бомбовым ударам 21 октября 1999 года. Мы, как обычно, вышли на центральный рынок, на торговлю, так как мы торговали ежедневно там. И после половины дня, где-то в 16 часов вечера, когда все собирались, люди уже заканчивали торговлю, кто шел домой, покупая продукты на ходу, кто, в общем, доторговывал. В 16 часов 30 минут внезапно мы услышали какой-то шелест и свист в воздухе. Потом раздался такой взрыв, может быть даже взрыв, я даже не помню этого. В общем, я была в шоке, наверное, от этого. И не помню даже, потеряла я сознание или нет, но очнулась я, память, когда ко мне пришла, я почувствовала такой вот паленый, запах паленого мяса. И я стала оглядываться вокруг в недоумении, можно сказать, что же все-таки происходит здесь. Я увидела двоих мужчин, бежавших, ну, может быть, они бежали несколько шагов без голов и упали. Потом навстречу, вот напротив, который сидел парень, торговал колбасой, у него прямо на моих глазах осколком снесло половину черепа. И я поняла, что нас, в общем, убивают там. Но кто, как, я не могла понять, и от чего. Также, наверное, все. Весь базар буквально через минут 10 лежал на земле. Кто без ног, кто без рук, кто, в общем, окровавленный. Я хотела собрать быстро свои вещи, но почувствовала, что у меня рука левая, что-то не то, в общем. Когда я нагнулась, у меня рука была вся раздробленная, висела в рукаве каша костей с мясом. И глаз левый был сильно пострадал, в общем, от этого осколка, наверное. Пока я думала, пока я оглядывалась, пока я думала, что же произошло, пыль была или дым был, я не помню уже. Какая-то гарь, в общем, прибежали, много людей стало сбегаться на помощь. Потом, видно, остановилось все это, шум прекратился весь этот, и люди стали искать друг друга, кричать, родственники, понаехали машины, стали развозить эти трупы раненых. Меня тоже, естественно, сестра нашла, моя младшая, повезла на легковой машине в 9-ю больницу, которая в тот день не функционировала, так как не было в городе ни света, ни газа, ни воды. Ну, не функционировала в том плане, что врачи не были подготовлены к операциям и оказывали только первую помощь. В 9-й горбольнице мне была оказана первая медицинская помощь, ампутированная вот левая рука. И оказывается, у меня было сквозное ранение левого бока. Тоже сделали операцию, то, что можно было скоропостижно там зашить, и глаз тоже, ну, оказали первую помощь. Когда меня сестра заводила в больницу, в коридоре этой больницы было очень-очень много крови. Я даже могу это смело сказать, наверное, по щиколотку крови было. Во дворе больницы, то есть на территории больницы, привозили, только успевали привозить, и на асфальте лежало очень много людей. Кто кричал, кто стонал, кто уже, в общем, последние минуты доживал, наверное, я так думаю. Но было людей очень много. Если не более 300, то
не менее, я думаю. И детей, и женщин, и мужчин также. Очень много было пострадавших. После того, как была оказана мне помощь, после этих операций, где-то через дня 4-5 примерно, мне сестра сообщила, что были нанесены ракетно-бомбовые удары «Земля-Земля». И не только по центральному рынку, а по нескольким объектам гражданским. Пострадали, в общем, роддом, дети, младенцы, новорожденные женщины, по мечети. Как раз в это время был этот намаз вечерний. Мужчины тоже много погибло в мечети, и мечеть была разрушена частично. В поселке Калинина тоже был нанесен этот же удар, тоже пострадали мирные жители. В тот же день, оказывается, передали, что военные российские передали, что они, значит, нанесли эти удары по военным базам, где находились чеченские боевики, и по военным базам, где хранилось оружие, что ли, я так примерно это слышала. Но я не знаю, я живой свидетель того дня, что именно по центральному рынку нанесся этот удар, и зияло, значит, большой котлован зиял прямо посередине центрального рынка. И пострадали мирные жители. В общем, я могу это подтвердить, и живой свидетель того дня. Единственный выход из этой ситуации – это остановить эту войну и остановить уничтожение чеченской нации, чеченского народа, этот геноцид, и вывести до последнего солдата российских войск из Чечни. Сесть за стол переговоров с нашим легитимно выбранным, избранным президентом Асланом Масхадовым, и чтобы на этих переговорах участвовали, то есть присутствовали представители зарубежных стран, чтобы в дальнейшем не повторялось это уничтожение нашей нации, нашего народа, и у нас был какой-то, в общем, как сказать, гарантия, чтобы была, что в дальнейшем, даже через 50 лет, через 100 лет, что это больше не повторится.